Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши-Укшара. Президент Абхазии Аслан Джаня вылечился от коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба главы государства, после проведения 2 ПЦР-тестов 8 января получены отрицательные результаты. Однако по рекомендации врачей для полного восстановления президент еще несколько дней будет находиться в своей официальной резиденции, откуда продолжает работу. Ограничительные меры в Абхазии продлены до 10 февраля. Соответствующее распоряжение подписал президент Аслан Джаня во вторник, 12 января. Так, до 10 февраля запрещена деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности. Деятельность объектов общественного питания, рестораны, кафе, бары и иные объекты общественного питания, за исключением оказания услуг по доставке еды, запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в банкетных залах, ресторанах, кафе, барах и иных объектах общественного питания. Запрещено проведение массовых спортивных, деловых, развлекательных, праздничных мероприятий в закрытых помещениях. Запрещена деятельность учреждений культуры, фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов, спа-салонов, саун, образовательных кружков, танцевальных репетиционных, спортивных, компьютерных залов, боулингов, детских игровых центров, иных развлекательных и досуговых заведений. Все жители и гости Абхазии обязаны использовать средства индивидуальной защиты, медицинские маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси и на рабочих местах. Распоряжением президента также рекомендовано ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях, воздержаться от посещения культовых объектов религиозных организаций в период проведения праздничных мероприятий. Руководителям коммерческих и некоммерческих организаций рекомендовано освободить до 12 января 2021 года работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного и младшего школьного возраста, от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы. Главам местных администраций поручается по согласованию с СЭС определить график работы продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков. Министерству здравоохранения вменено в обязанность информировать население о мерах профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Исполняющий обязанности премьер-министра, вице-премьер-министр финансов Владимир Делба провел совещание, посвященное мерам реализации распоряжения президента с членами правительства и представителями вовлеченных ведомств. Делба констатировал, что новые ограничительные меры должны быть реализованы безупречно ради сохранения жизни и здоровья граждан. Обращаясь к представителям МВД, он подчеркнул, что контроль за исполнением большинства самых сложных пунктов возложен на Министерство внутренних дел. Владимир Делба также обозначил главные задачи сохранения социально-экономической стабильности, занятости и доходов населения. Особое внимание было отведено вопросу возобновления учебного процесса в школах и иных учебных заведениях страны. То, что не осуществляется образовательный процесс – это нехорошо. Это угроза будущему поколению. Повторюсь, за текущий месяц граждане должны осознанно подойти к вопросу строгого соблюдения мер для скорейшего принятия руководством страны решения о снятии ограничений и возобновить обучение в школах, сказал Делба. Владимир Делба дал поручения, касающиеся и взаимодействия с руководством административно-территориальных единиц по вопросам контроля за соблюдением обязательного масочного режима, за запретом деятельности объектов общепита, учреждения режима работы рынков. Как видно, в каких пунктах ограничительные меры ужесточены. Что касается школ, они остаются без изменений. Все эти ограничения введены до 10 февраля. Хотя Координационный штаб рекомендовал принять меры до 15 февраля. И даже сейчас ограничения в нашем обществе принимаются по-разному. Царек Варасхелия узнавала, почему. 11 января Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции рекомендовал президенту Абхазии продлить ограничительные меры до 15 февраля. К такому выводу пришли члены штаба по итогам обсуждения санэпидемситуации в республике. Кроме того, Минздрав и СЭС предложили ужесточить меры в первую очередь в отношении объектов общественного питания. Главный санитарный врач республики Людмила Скорик отметила, что заболеваемость растет во всех районах. На сегодняшний день коронавирусной инфекцией в Абхазии болеет более 2000 человек, из которых около 400 человек средней степени тяжести. Если мы и дальше продолжим работать в том же режиме, то есть не исполнять тех требований,
указанных в распоряжении, то вынуждены будем даже объявить локдаун. Наши жители должны получать своевременную медицинскую помощь. А когда количество обращающих в лечебные учреждения становится много, то собственными силами Республика Абхазия, естественно, справиться уже не сможет. Ранее граждане нашей страны обратились к правительству в связи с необходимостью введения строгих карантинных мер для противодействия распространению COVID-19. В опубликованном в абхазском сегменте Фейсбука заявлении в частности отмечается, что наша республика столкнулась с драматической ситуацией. За последнее время ежедневные показатели новых заражений значительно выросли. Из-за отсутствия жесткого контроля подобный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией грозит коллапсом всей системы здравоохранения, так как практически все ресурсы направлены на борьбу только с COVID-19. Но даже этого недостаточно, считают авторы письма. Исполнительный директор ЦГП Арда Иналопа – одна из тех, кто обратились к правительству с просьбой закрепить за каждым ведомством и его руководителем зону ответственности за исполнение ограничительных мер. Сейчас то, что мы испытываем, это настоящее бедствие. Есть природные бедствия, землетрясения и так далее. А сейчас у нас эпидемия. И она коснулась уже очень многих. Во всяком случае, в моем окружении я уже несколько раз хожу на похороны и прощаюсь с людьми, которые работали, были не старыми, были активными гражданами. Я считаю, что остановить вот такое заражение массовое, которое сейчас, особенно после новогодних корпоративов и таких немножко легкомысленных мероприятий, усилилось, я считаю, что это очень важно. Поэтому я за карантинные меры. Но я считаю, что эти карантинные меры не просто нужно переждать, а нужно готовиться, подготавливать все сферы к тому, чтобы начать функционировать после окончания карантина. Это касается и учебных заведений, и культурных ведомств, и туристических объектов. То есть нужна большая очень работа. Данное заявление было подписано членами общественных организаций, педагогами и врачами. Увы, связаться с медиками нам не удалось, даже по телефону. Они все время на передовой борьбы с этой страшной болезнью. Тем временем президент продлил ограничительные меры до 10 февраля. Работа образовательных и дошкольных учреждений запрещена вновь. По этому поводу мнения людей разделились. Одни считают, что дети должны пойти в школу, а другие – против. Свою точку зрения высказала и завуч 3-й столичной школы, психолог Олеся Маланка. Хочется выйти на работу, но с соблюдением всех ограничительных мер. Это, наверное, вот мне очень понравился график, который предложило Управление образования города Сухум, то есть 3 на 3. Тогда мы сможем минимизировать вот контакт детей, то есть сократить количество детей в классах. Я за ужесточение карантинных мер, то есть не только в школах там, и детских учреждениях, а именно вообще мест общественного питания, ну, как бы все, по городу, по всей республике. Но и в то же время я понимаю то, что если не будут работать предприятия, то есть налоги не будут поступать в бюджет, и государству нужно платить зарплату бюджетникам и пенсии. То есть и тут как бы встает вопрос, откуда брать деньги. Все очень вообще прям сложно. Олеся Маланка также высказала свое мнение по поводу дистанционного обучения. В соцсетях разгораются споры. Я, конечно, на стороне учителей, потому что я непосредственно вижу, как они стараются, как они работают. Да, есть такое мнение и имеет место быть о том, что не все учителя проводят дистанционное образование. Но это опять-таки ввиду, может быть, отсутствия каких-то технических ресурсов и, допустим, тех же навыков медиаграмотности, потому что у нас есть учителя старшего поколения, и, представляете, сейчас там 60-летнему учителю учиться всему заново, то есть осваивать интернет, какие-то платформы, это очень сложно, и на это нужно время. Вот, но учителя как могут стараются. И, допустим, если говорить там в каком-то процентном соотношении, допустим, 60% бы я отдала того, что все-таки учителям удается как-то справиться на дистанционном образовании.
Мы провели опрос на улицах Сухума, чтобы узнать, как жители столицы относятся к ужесточению ограничительных мер. Ужесточить надо для людей, которые вообще же никто не соблюдает. А если люди будут соблюдать, можно, конечно, и расслабить. Но люди вообще масок не носят. И в магазинах, да вообще нигде. Редкость. Я сегодня приехал на автобусе до центра, сюда в банк. Я пришел по делам, деньгами и так далее. Никто не соблюдает. В автобусе все без масок. 2-3 человека в масках. То есть заразу распространяют от А до Я. Ясно, что никаких ослаблений не может быть и речи. Но я против и усилений. Я тоже против, потому что экономика у нас очень слабая. Люди нуждаются. И чтобы так не получилось, что не умрем от коронавируса, а умрем от голода. Но дело в том, что те меры, которые сейчас есть, зачем их усиливать, если они тоже плохо соблюдаются, понимаете? Продлить эти меры и ужесточить меры по соблюдению действующих, это будет более правильно. Все-таки надо ужесточить, потому что где-то пропаганда плохо работает, там похороны, там свадьбы, где скопление людей и прочее, это пока все имеет место. А цифры очень нерадужные, цифры не радуют. Пока выход там на плато или куда-то мы не видим. В моем подъезде 3 семьи болеют коронавирусом. 3 семьи. А в семье 4 человека. Вот вам, пожалуйста. Что делать? В гости не заходишь, и я их не пускаю. Сам педагог. Устал, надо работать. А то, что сидят и люди в онлайне сидят, это не школа. Это не школа. А вот то, что вы можете заболеть, вас это не пугает? Почему? Я ношу с собой маску. Она просто в кармане, но на воздухе не надо. Мало людей. На сегодняшний день жертвами коронавирусной инфекции в Абхазии стали 142 человека. И их количество, к сожалению, растет с каждым днем. 8 января в госпитале произошла еще одна трагедия. Ушел из жизни Эдуард Шони. Однако родные и близкие не оповестили никого о его смерти, чтобы минимизировать риски, так как вся семья была заражена коронавирусной инфекцией. Член семьи Шони, журналист Ахрас Мыр, опубликовал информацию об этом на своей странице в Фейсбуке уже после церемонии прощания. В госпитале непосредственно нам даже не выдали личных вещей и так далее, потому что сказали, что это все подлежит утилизации, сожжению, потому что представляет опасность для всех. И, соответственно, рекомендация была хоронить его буквально на следующий день после смерти и минимизировать количество людей, которые будут участвовать в похоронах. Требования медицины мы в этом плане выполнили, но это было очень сложно с моральной точки зрения. То есть абхазская традиция, похорон, и есть ожидания людей от этой традиции. Но с другой стороны, есть соседи, есть родня здоровые, и мы понимали, что если люди будут приходить к нам выражать свое сочувствие, то кто-то из этих людей неизбежно заразится, а кто-то, возможно, даже умрет. То есть эту ответственность мы на себя взять не смогли, и поэтому мы приняли решение, что похороны пройдут в таком закрытом режиме. Мы не стали оповещать о том, что он умер. Соседи и самые близкие родственники из числа здоровых, они просто были буквально за пределами двора физически, то есть там дистанция была метров 30-40, наверное. И только так получилось, потому что в любом другом случае люди были бы заражены. И это все такой жуткий лотерейный билет, в котором неизвестны последствия, в котором ставки человеческие жизни. Именно поэтому я хотел бы обратиться ко всем, кто слышит, кто видит, не шутить с этой заразой, потому что эта зараза с нами не шутит. Она просто отнимает людей. Нам остается только надеяться, что к призыву Ахрас Мыр прислушаются все здравомыслящие жители Абхазии, а их, мы уверены, большинство. Сария Кварцхеля, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Ранее депутаты Сухумского городского собрания обратились к президенту Аслану Бжане с предложением ввести строгий карантин для противодействия распространению COVID-19. В обращении депутаты с беспокойством отметили, что в последнюю неделю наблюдается стабильный рост заболевших. Болеют не только пожилые люди, но и молодые, а также дети.
Обращение было продиктовано ситуацией, которая складывается у нас в городе с коронавирусной инфекцией, в стране в целом. Как вы знаете, по всему миру в период роста заболеваемости коронавирусной инфекцией ужесточаются карантинные меры. И в Абхазии сегодня ситуация непростая, вернее очень сложная. И уровень заболеваемости и госпитализации очень высокий. Система здравоохранения с трудом справляется, в больницах крайне мало койко-мест и заболевают сами медики. В этих условиях мы считаем, что необходимо ввести жесткий карантин, предусмотреть действенные меры, к примеру, в виде высоких штрафных административных санкций за нарушение установленных правил. И, конечно, мы понимаем, что жесткий карантин, он скажется на экономике, на доходах предпринимателей, населения, тех, кто работает на рынке, однако здоровье нации превыше всего. Примеры других стран показывают, что даже двухнедельный жесткий карантин может сохранить жизнь наших родных, друзей, знакомых. Генеральный прокурор Радгура Агарба провел оперативное совещание с прокурором Сухума и прокурорами районов, посвященное эпидемиологической обстановке в республике. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, прокуроры районов отчитались по исполнению требований распоряжения президента Абхазии о мерах по защите здоровья населения республики от коронавирусной инфекции COVID-19 на вверенных им территориях. По результатам совещания Генпрокурор дал поручение о создании рабочих групп во главе с прокурором города и прокурорами районов совместно со специализированными ведомствами. Рабочие группы будут проводить проверки на местах, осуществлять контроль за исполнением президентского распоряжения, касающегося мер защиты здоровья населения республики от коронавирусной инфекции. Прокуратура Сухума на сегодняшний день провела проверку 17 объектов общественного питания. По результатам проверки за нарушение санитарных норм было внесено 17 предостережений. Глава администрации Сухума Беслан Эшба провел совещание во исполнение распоряжения президента о продлении ограничительных мер в республике до 10 февраля. Об этом материал пресс-службы столичной администрации. Мэр Сухума Беслан Эшба проинформировал, что накануне заседал координационный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией и были выработаны дополнительные меры, которые легли в основу распоряжения президента. Ограничительные меры будут действовать до 10 февраля. К нам действительно по существу есть претензии, к нам, к администрации, к другим органам управления, потому что те меры, которые мы с вами предпринимали, они не все были до конца выполнены. В силу ряда причин и разных причин. Да. Поэтому сейчас нам надо подойти со всей ответственностью. Не потому, что все так плохо, а потому, что ситуация уже говорит о том, что без решительных действий здесь не обойтись. Глава города отметил, что центральный рынок будет работать 2 раза в неделю, в четверг и в субботу. Вещевой рынок также дважды в неделю, во вторник и в воскресенье. Главный санитарный врач города Сухума Алла Беляева рассказала, что будет проводиться дезинфекция рынков после закрытия и перед их открытием. Ужесточается масочный режим в местах торговли. Покупатели без масок не смогут зайти в магазины и супермаркеты. Владельцы будут строго следить за соблюдением правил. При входе руки должны обрабатываться санитайзером. Люди все равно заходят, и они думают, что если у нас уже есть факты, которые подтверждают повторное заражение, то есть нет такого, что я не надену маску, потому что я переболел. Это исключенная история уже. Поэтому надо провести огромную работу с ними, подробно, где эти требования должны соблюдаться. В распоряжении президента также указано, что с 12 января должны быть закрыты все места общественного питания. Разрешается работать только тем, у кого есть служба доставки. Горожане могут заказывать еду на вынос. Замглавы Леон Кварчи сообщил, что сотрудники Департамента экономического развития оповестили владельцев ресторанов, кафе и других мест общественного питания, что все они должны быть закрыты для посетителей. Пока понимание находим. Пока. Я надеюсь, что проблем особых возникнуть не должно. Там, где будут возникать проблемы, будем решать иными способами. Значит, Леон Гранович, вот здесь присутствует заместитель руководителя, начальника ОВД города. Это как только вы согласуете график проведения рейдовых мероприятий, с завтрашнего дня надо проверить все рестораны, кафе. Сегодня вы сказали, что пошли оповещать, правильно? С завтрашнего дня первые рейды – это кафе, рестораны. На проверка на предмет их работы или они закрыты. Ужесточаются режимы в общественном транспорте Сухума. Все пассажиры и водители должны быть в масках. Для тех пассажиров, у которых не будут с собой масок, могут получить их у водителя.
Сотрудники ГАИ и УВД города Сухум будут проводить рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Сам в том числе буду вместе с вами выходить на рейды и работать с общественным транспортом. Троллейбус, это автобус или маршрутное такси, никакой разницы нету. Вплоть до того, что обычные перевозчики такси также попадают в такой же режим. Водитель обязательно должен быть в маске. Пассажир, если у него есть такая возможность, даже в легковой машине, в такси, тоже должен быть обеспечен маской. Перед выездом на рейс салоны транспортных средств будут обрабатываться дезинфицирующими средствами. Об этом в путевом листе ставится соответствующая отметка. Глава города предупредил руководителей автотранспортных предприятий, что при выявлении на рейдах машин без отметки о прохождении дезинфекции они будут сниматься с рейса. Все, кто попадут с нарушениями, они больше на рейс не выйдут. Они подвергают опасности всех. Об этом мы уже много раз говорили, но, к великому сожалению, исполнение на самом низком уровне. Заместителю главы города Автандилу Сурманидзе поручено курировать соблюдение масочного режима во всех подразделениях администрации, департаментах, домах управления, всех хозяйствующих субъектах. Если наши горожане и граждане очень ответственно не подойдут к этому всем предписаниям, есть распоряжение главы государства, если они сами к этому серьезно не будут относиться, у нас мало чего будет получаться. Надо включать самосознание одними правоохранительными органами, побороть это очень трудно будет. Рейдовые мероприятия по выявлению нарушений будут проводиться в Сухуме уже с 13 января. Мадина Бганба, Амра Амичба, Давид Авицба, пресс-служба администрации города Сухум. Мобильный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации, дислоцированный в Сухуме, в тургостинице «Айтар», продолжает работать в обычном режиме. Об этом нам рассказал замминистра обороны Абхазии Надар Авицба. Исходя из поручения президента Республики Абхазия, оно поступило в новом 2021 уже году, в начале года прямо. И исходя из сложившейся обстановки эпидемиологической сложной, министром было принято решение обратиться к министру обороны Российской Федерации, генералу армии Шойгу Сергею Кужугетовичу с просьбой продлить пребывание мобильного госпиталя на территории Республики Абхазия, так как его пребывание должно было завершиться 18 января. Также сегодня в 16 часов 20 минут состоялся телефонный разговор министра обороны Республики Абхазия с министром обороны Российской Федерации. Обсуждались вопросы различного направления двух оборонных ведомств, взаимодействия двух ведомств. И также обсуждался вопрос о продлении пребывания мобильного госпиталя на территории Республики Абхазия. Как заверил министр обороны Российской Федерации, госпиталь пока будет находиться на территории Республики Абхазия. Сроки не обговаривались. Российские военные медики продолжают прием больных в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Абхазии для больных с коронавирусной инфекцией. С 20 октября здесь вылечили около 400 ковид-зараженных. В настоящее время в госпитале находится 50 пациентов, которые получают медицинскую помощь в полном объеме. Работаем в режиме повседневной деятельности. Принимаем пациентов по скорой помощи, также которые прибывают сюда самостоятельно. На данный момент на лечении находится 50 человек. Тяжело больных из них, реанимация заполнена полностью, в ней находится там 5 человек, все койки. Плюс еще в отделениях есть больные, которые нуждаются в кислороде, находятся на кислородных койках. Таких, около 15 человек еще. То есть тяжело больных около 20 человек из общего количества. За все время работы госпиталя мы пролечили уже около 400 человек. Были летальные исходы. 24 человека. К сожалению, такое тоже случается. От этого никуда не деться. Но в основном это люди были пожилого возраста, которым уже там за 78-80 лет. И опять же с осложненными, сразу тяжелыми формами, которые поступали. Доктору технических наук, члену-корреспонденту Академии наук Абхазии Анатолию Марколе присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия». Указ об этом подписал президент Аслан Бжания.
В первые дни Нового года пожары, охватившие республику, вызвали сильное беспокойство в нашем обществе. Как говорят экологи, лесные пожары имеют негативные последствия для природы Абхазии. Бушующий огонь тушили пожарные подразделения МЧС республики. Какая задача стояла перед спасателями? Как, по мнению экологов, лесные пожары отразятся на нашей экосистеме? В теме разбирались наши корреспонденты репортажа Алики Трапш. Первые дни Нового года в Абхазии поистине было жарко. И все из-за пожаров, которые охватили сразу несколько районов республики. Наиболее сложная ситуация была в Галском и Гагарском районах. В Галском районе пожар охватил территорию более чем 600 гектаров. Одновременно пожар бушевал в 9 селах. В некоторых из них из-за сильного порывистого ветра огонь перекинулся на близлежащие дома. На тушение огня были стянуты пожарные подразделения из соседних районов. Несмотря на оперативное реагирование всех служб и усилия местных жителей, полностью выгорели несколько жилых домов и деревянных построек. Если говорить о масштабах, за 15 неполных лет работы в этой службе такого уровня пожароопасной ситуации, то, что было в Гальском районе, мы не сталкивались. К великому сожалению, усилился ветер. Ситуация стала неконтролируемой, потому что пошел верховой огонь, а, как правило, это приостановить очень сложно. Работа МЧС ни на минуту не прекращалась. Как только пожарные локализовывали один очаг возгорания, тут же появлялся другой. В Гагарском районе вспыхнула лесополоса. Огонь спустился к республиканской автотрассе. Горел подлесок и сухостой. В некоторых местах огонь приблизился до 100 метров к жилым домам. Вместе с пожарными со стихией боролись и местные жители. Горит скала. Под скалами стоят жилые дома, пансионаты, там, дома отдыха и так далее, и так далее. И везде были расставлены наши силы, были, соответственно, достаточно было сил и средств для того, чтобы, если огонь спустился бы вниз, чтобы можно было локализовать и чтобы оно не повредило никак населению. Ну, как правило, много паникеров, я их тоже понимаю. Касаемо российских наших коллег, было написано письмо, но я попросил приостановить, потому что не было бы в этом необходимости. По словам главы МЧС Льва Квициния, ситуация находилась под контролем, и все пожарные подразделения действовали по плану. Наша задача была, заключалась в том, чтобы сохранить население, жилые дома, жилые сектора, там, пансионатов, домов. Угрозы так таково, сильного такого, чтобы поднимать авиации России, не было. Прошла разная информация, СМИ работала по-своему, каждый в этом, наверное, защищал какие-то свои интересы, там про топливо и так далее. Некоторые, к великому сожалению, керосин с солярой путают, и стратегического значения продукции, которая поступает в Абхазию. Мы застраховались во всех отношениях, чтобы огонь не распространился, чтобы население не пострадало. Как говорят экологи, лесные пожары способны причинять непоправимый вред экосистеме Абхазии, а также и здоровью людей. Огромный вред, невосполнимый, и это будет ощущаться еще достаточно долго. Почему? Потому что огнем поражено все живое в экосистеме. Что имеется в виду? В почве, как известно, живут почвенные микроорганизмы, которые перерабатывают почву в плодородный слой. Верхний слой почвы, где обитают вот эти микроорганизмы, они однозначно все погибли. И почва, соответственно, стала мертвой. Десятки лет там не будет ничего произрастать. Если говорить о более крупных животных, да, млекопитающих, также являющихся участниками этой экосистемы, они выгнаны со своих насиженных мест. Как правило, среди главных причин возникновения лесных пожаров выделяют длительные периоды засухи и неосторожное обращение с огнем. В случае пожаров в Абхазии специалисты предполагают, что главной причиной является человеческий фактор. По нашему предварительному осмыслению, то, что произошло, конечно, исключить человеческий фактор здесь нельзя. Хотя, может быть, и всякое другое, но о котором просто не хочется говорить. Но прежде всего я хотел бы исключить человеческий фактор. И потому наше население, которое имеет возможность
ходить на охоту, там, пасти скот там, и так далее, и при этом, или ходить на пикники, там, отдыхать и прочее. При этом я бы хотел, чтобы народ, граждане вели бы себя более, скажем, достойно. Выкурил сигарету, потуши, убедись, что потушился сигарета, и выбрось. Со своей стороны экологическая прокуратура тоже будет вести расследование, почему одновременно в различных местах могли возникнуть пожары. Что способствовало, что являлось предпосылкой этому. Чтобы предотвратить пожары и минимизировать возгорание на особо опасных участках, делают противопожарные преграды. Они представляют собой искусственные полосы на поверхности земли, создающие барьер от распространения огня по поверхности земли. Но, по словам специалистов, введение такой практики в Абхазии будет затруднительно. Все вот эти предполагаемые работы, которые необходимо провести, в наших условиях невозможно. Почему? Потому что орографическая у нас Абхазия составляет достаточно пересеченную местность, где технике невозможно работать. Где возникнет пожар, это невозможно вычислить. Просто в прошлом году в Кадорском ущелье было. Мы на самолете российской МЧС «Амфибия» мы летали на крутизне 40-50 градусов. 40-50 градусов был пожар. Но кто-то может предположить, что там мог возникнуть пожар. Так что ввести вот эти вот работы, конечно, они необходимы, но для этого должны быть созданы какие-то специализированные бригады. Много работы было проведено, никто не ждал на самом деле, да мы и не ждем, мы мониторим, смотрим, где какие сложности по всей территории Абхазии. Мы с этим сталкиваемся не только сейчас. Точные причины пожаров в Абхазии и масштабы ущерба пока не установлены. Но одно известно точно. Подобные возгорания наносят колоссальный вред флоре и фауне республики, а также отрицательно сказываются на экономике в целом. Бесспорно одно. Сейчас еще есть время сделать все, чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем. Аля Катрапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Экзаменационная сессия в Абхазском госуниверситете начнется с 18 января. Об этом сообщает Абснопресс со ссылкой на проректора АГУ по учебной работе Виктора Маланзе. Количество заболевших среди студентов и преподавателей относительно небольшое. За новогодние праздники заболели несколько преподавателей АГУ. Что касается заболевших студентов, пока точной информации нет, сказал Маланзе. Касаясь учебного процесса, проректор отметил, что часть занятий проводилась в режиме онлайн, другая непосредственно в аудиториях АГУ. Большинство студентов зачеты сдали еще до Нового года. Экзамены студенты АГУ также будут сдавать как дистанционно, так и непосредственно в аудитории. По словам проректора, график экзаменов составлен таким образом, чтобы не было большого скопления студентов в АГУ. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению синоптиков, в среду в Абхазии ожидается облачная погода, ночью и утром дождь, днем осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 4-9, днем 12-17 градусов, температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.